Уполномоченный по правам человека в Республике Коми Вера Железцова посетила Сосногорский район с рабочей поездкой. В рамках визита омбудсмен побывала в поселке Нижний Одес, а по возвращению в город провела встречу с представителями Всероссийского общества инвалидов. Вера Борисовна рассказала об основном направлении своей деятельности и зафиксировала проблемные вопросы присутствующих. К нам обращаются граждане, которые не согласны с какими-то решениями государственных органов, с решением муниципальных органов, с решениями каких-то министерств, ведомств, должностных лиц. Например, кого-то исключили из очереди на жилье, да, и вот человек приходит и вот нам рассказывает свою проблему. Он не согласен, например, с решением, да, того или иного ведомства, и нам об этом говорит. Как говорит Вера Борисовна, вопросы у граждан бывают абсолютно разные. От жалоб на те или иные инстанции до просьбы разобраться с определенной проблемой. Мы по телефону даем различные консультации, мы и принимаем у себя в офисе, да, то есть людей с различными вопросами. И вопросы ЖКХ, и вопросы пенсионного обеспечения, медицинского обеспечения. Конечно, хотелось бы все вопросы граждан разрешать положительно, но, к сожалению, не всегда это получается, потому что бывает такое, что граждане просто заблуждаются в том, что их права нарушены, да, и тогда мы выступаем как своеобразными медиаторами, психологами, да, что человеку нужно как-то вот разъяснить и объяснить ему, почему он ошибается, почему именно так, да, а не иначе. Для граждан города в день визита уполномоченного по правам человека в общественной приемной главы Республики Коми был организован личный прием, где Вера Борисовна ответила на волнующие жителей вопросы. Признан когда? Вот в 2021 году. В 2021 году признали, да? Да. Кому-то потребовалась консультационная правовая поддержка, с кем-то работа будет продолжаться и дальше. Стоит отметить, что задачи и функции омбудсмена достаточно обширны. Во-первых, это защита прав и свобод человека, гражданина. Во-вторых, это совершенствование регионального законодательства. То есть, если мы видим, что есть какие-то системные проблемы, и которые нужно на законодательном уровне решать, мы можем выйти с предложениями, да, в наш госсовет, к главе Республики Коми, к Москальковой Татьяне Николаевне, это уполномоченный по правам человека Российской Федерации. И свои предложения можем озвучивать. Ну и в-третьих, это, конечно же, правовое информирование. То есть мы до граждан доводим информацию о том, каким образом им защитить свои права, да, кому-то алгоритм действий рассказываем. То есть тут уже у нас поле деятельности очень большое. Завершением рабочей поездки стало посещение общественного центра поддержки Сосногорск-Донбассу в присутствии главы Сосногорского района Ильдара Махмутова. Координатор центра Владимир Жигунов рассказал омбудсмену об основных целях и задачах общественной организации, о том, как работает центр и как осуществляется сбор гуманитарной помощи для наших бойцов. Туда укладываемся на это время, подготовить машины, гоняем их в фуру, легковые машины, и доставляем их уже на позиции. Соответственно, в фуре есть место, мы туда, начиная от стройматериалов, доски, колючей проволоки и индивидуальные посылки. Здесь вот сейчас как бы это не показать, но перед отправкой, соответственно, мы озвучиваем все это, и люди идут. То есть вы даете объявление? Да. Вещи тактические, конечно, они тут, как считают, носилки, вот, но они очень удобны в том плане, что они не занимают много места, да, и раненый боец, когда, вот, по большому счету, он на них ложится, и уже посредством определенные здесь лямки еще даются. На плечи можно, да? Да, вот эти лямки даются как бы с карабинами. И один и второй человек надевает как бы через шею, на себя, там, на плечи. Это тоже ваши швейцары, да? Глава Сосногорского района Ильдар Махмутов также отметил важность работы общественного центра, ведь такой деятельностью может похвастаться далеко не каждый регион. И знать не знает, говорит, постоянно привозят что-то, постоянно снабжают ребят. Ух ты, Троиц-Печорск. Они привозят сюда. Они сюда привозят, да? Привозят. И мы уже совместно, потому что там в полку служат представители от всех районов. Вот как раз соседние районы, они где-то рядом, получается, ребята. И вот когда привозим туда, они подтягиваются там на своих машинах, подтягиваются, забирают. Мы развозим. Вот последний раз 5 машин мы развезли, да, Владимир Владимирович? По позициям прямо на это передовой. Сама Вера Железцова также работает с обращениями от семей участников СВО, где военнослужащие либо пропали без вести, либо находятся в плену. Вот нам за год удалось при активном содействии уполномоченного по правам человека Российской Федерации, при активном содействии Минобороны 3 наших ребят, жителей Республики Коми, обменять. 3 мы вернули из плена. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск.
Глава района осмотрел территории, которые участвуют в конкурсе на лучшее содержание. В течение 3 недель работники предприятий и организаций, а также жильцы многоквартирных домов приводили в порядок прилегающие пространства. Большая часть населения, предприятий, учреждений, организаций включились в уборку территорий, прилегающих территорий, и территорий, которые городские, территории, которые им не принадлежат. То есть очень стараются, убирают. Вот предприниматели также где-то наводят порядок. Но в то же время есть моменты, вот некоторые ларьки как стояли, заросшие там в траве и в деревьях, так и стоят. То есть 0 внимания этим предпринимателям, которые арендуют эти помещения, внимания не обращают. То есть их устраивает вот этот бардак. Вот. Но на фоне того, что сделано на сегодняшний день, работа проведена, я хочу сказать, вашим управлением и всеми остальными большая. Вы как организаторы этой работы, то есть очень много сделали. Вот все фонтаны, хочу сказать, что запустили, приводятся в порядок, там ремонтировали, там где-то плиточку меняли, парки, скверы, также все работают, лавочки уже все покрасили. Лето пока не радует теплыми и сухими днями, поэтому некоторые виды работ провести не удается. Но все же большая часть уже сделана. Сейчас мы пока наводим порядок, то, что можем, возможно, в этот период и нашими силами. А дальше уже будет видно. Вот. Хочется отметить из управляющей компании, это «Лидер», которые с первого дня включились в уборку территорий, придомовых территорий. Вот у них, я посмотрел, больше всего домов, где покошена трава вокруг домов. Есть еще, конечно, тоже не до всего руки дошли. Вот. Другие управляющие компании также включились, но темп немножко у них не такой, как у «Лидера». Хочу сказать, что мы хотели в конце июня подвести итоги. Но объехав территорию, мы видим, что пока еще подводить итоги рано. Я предлагаю еще недельки на 2 продлить уборку территории, предприятий, учреждений, организаций, чтобы еще раз посмотрели, еще раз привели в порядок то, что не успели. Новый осмотр территории пройдет во второй половине июля. А пока в городе управлением ЖКХ продолжается текущая работа по содержанию общественных территорий. Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Бесплатно освоить современные и востребованные профессии. Такую возможность дает федеральный проект «Гений места». Министерство культуры и Российская государственная библиотека проводят конкурс, победители которого смогут пройти обучение по одному из направлений креативных индустрий – SMM-маркетинг, дизайн сайтов, менеджмент культурных проектов и основы программирования на скриптовом языке Python. В нашем городе конкурс курируют сотрудники детской и юношеской библиотеки. Будем всячески помогать вам, может быть, образовательно, информационно, может быть, предложить какую-то литературу, если она вам понадобится для обучения. На нашей базе вы сможете провести мероприятие, поделиться своими знаниями, достижениями, которые вы получите во время учебы. Возраст участников от 18 лет и старше. Жюри из команды организаторов выберет от 10 до 40 победителей в каждом направлении обучения. Всего 100 человек. Их назовут в конце августа. Занятия будут проводить онлайн-преподаватели московских экономических вузов. Вам нужно будет зайти на сайт Универгения, там заполнить анкету, дальше заполнить мотивационное письмо. Потом будет конкурс видеообращений, то есть вы просто про свой проект немножко расскажете, чтобы конкурсная комиссия увидела, на что вы способны, и утвердила вас в этом. И потом вы получаете, возможность обучения в высших учебных заведениях, ведущих вузах нашей страны. По окончании выдается документ о дополнительном профессиональном образовании. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 10 июля на сайте конкурса, его адрес на экране. Также вас всегда готовы проконсультировать сотрудники Сосногорской детской и юношеской библиотеки.
Мария Ледовских, Полина Бастракова, Павел Дурников. Вести Тимана, Сосногорск. На этой неделе серебряные волонтеры из объединения «Путь добра» навестили воспитанников отделения социальной реабилитации несовершеннолетних Сосногорского центра соцзащиты. Для ребят провели мастер-класс по изготовлению поделки из подручных материалов. Божья коровка сделана из дна пластиковой бутылки, пенопласта, пары пуговиц и проволоки. Таким образом можно дать вторую жизнь вещам, которые обычно идут в мусорное ведро. Мастер-класс прошел в рамках проекта «Живем экологично», который выиграл отбор в рамках всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Это уже не первое подобное мероприятие, которое серебряные волонтеры подготовили для ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель – формирование у детей экологической культуры. Проводили уже и делали кормушки. Потом сюда приезжала Мария Степановна с Любовью Геннадьевной. Дети делали цветы. И эти кормушки сейчас висят здесь. Приучает детей к тому, чтобы не разбрасывали мусор, чтобы это можно было бы как вторая переработка. Вторсырье пускаем в дело. Пенсионеры из объединения «Путь добра» проводят для детей не только экологические мастер-классы. Так, в рамках проекта «Спасибо воинам отчизны» ребята вместе с волонтерами делали окопные свечи для участников СВО, а к Дню памяти и скорби создавали поделки-гвоздики, которые возложили к мемориалу в сквере Победы. Очень нравится, да. Им очень нравится, они с удовольствием делают, что просят их, не отказываются. Научились делать свечи. Вот из бросового материала то научились кормушки те же самые делать. То есть им очень захватывает этот процесс, и они выполняют все. Объединение серебряных волонтеров «Путь добра» действует на базе Центра соцзащиты с 2018 года. Добровольцы проводят множество мероприятий различной направленности для своих ровесников и детей. Мастер-класс по созданию поделки станет завершающим в этом сезоне. После летнего перерыва встреча с ребятами продолжится. Полина Бастракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.